Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что готовит вам судьба на новой неделе? Что ждет, что будет, что в жизни вашей поменяется? Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Так, отсыпочка готова. Давайте будем разбираться. Ой, тут такое хорошее событие у вас произойдет. Радости много вижу. Здесь радость, веселье, удовольствие. Как ребенок будете радоваться. И люди рядом с вами тоже. Все будут очень сильно рады. Что за событие? Может, день рождения, может, какое-то другое событие. Но здесь вот прям, знаете, радостью и счастьем веет. Вот что вас ждет. Настроение у вас улучшится. Даже, вы знаете, как прилив сил у вас появится. И даже какие-то люди перестанут вас раздражать. Ну, либо вы перестанете обращать на них внимание. Ой, позитивчик. Тут, дай Боже. Мне кажется, что у вас и неделя начнется как раз-таки вот, понедельник, вторник, вот это событие произойдет. Дальше. Вот здесь показывают, что некий человек в себе слова удержать не сможет. Либо проболтается, либо секрет раскроет, либо, возможно, будет пьяненький, и взболтнет лишнего. Вот. А вы повнимательнее слушайте, потому что информация будет очень важная. Информация, которая, буквально на вес золота. Информация, которая вам пригодится, будете пользоваться тем, что услышите. Либо даже, знаете, вот как человек проболтается, а вы узнаете тайну и скажете: ага, так вот оно что, сможете как-то предотвратить какие-то события, либо себя подстраховать, защитить. Вот какой-то человек вот странненький тут показан. Еще мужчина к женщине руки тянет, а женщина спиной стоит. То ли она не ожидает этого события, то ли она в принципе, например, мужчину к себе подпускать не хочет, а он прям 2 руки к ней потянет, а руки у него длинные, точно дотянется. У кого-то, роман, возможно, начнется на новой неделе, а у кого-то история восстановления отношений, либо примирения, с неким мужчиной. Что есть, то есть, девочки. Не может он без вас, либо он решил действовать, любит уже, не может без вас. Вот как-то идет мне, что руки длинные, и вот как бы вы ни отворачивались, как бы далеко вы от него не находились, он все равно до вас дотянется. Еще в чем-то вам будет легко, либо станет намного легче. Вы то ли что-то попробуете, то ли что-то поменяется, то ли ваше отношение, восприятие меняется, то ли вы узнаете, как можно другим способом что-то делать. И вот легкость мне идет. Легкость, а за легкостью приходит удовлетворение. Возможно, вот на работе тяжело что-то вам давалось, а вы попробуете новый метод, либо новую технику, и вам прям зайдет, скажете: о, так это здорово, так это замечательно. Либо, допустим, кто-то учится, попробуйте какой-то новый метод запоминания, либо как-то практиковаться начнете, вот сразу выучили и попрактиковали, и понимаете, что усвоилась информация, запомнилась. У кого-то еще возможно решить какую-то проблему, либо добиться своего. То есть есть прямые дороги, есть обходные дороги. Вижу, что легкость идет, а за легкостью удовлетворение. То есть даже как-то поспокойнее будете, что ли, подовольнее станете. Но мне нравится то, что я вижу. Дальше некий человек вас куда-то возить будет. Здесь вот человек, как извозчик, что ли. Наверное, на своем транспорте куда-то вас повезет. Человек, потратит на вас время, я так понимаю, либо сопровождающее лицо. Вы знаете, вот так здорово время проведете, вам так весело будет, так интересно.
И, возможно, даже эта ситуация станет точкой роста ваших отношений. То есть раньше вы просто как знакомые были, либо там приятели, а тут вы прям уже какие-то общие интересы, общие темы, о чем-то договоритесь, там больше начнете общаться, встречаться, как-то время вместе проводить начнете. Это хороший знак. Дальше. На новой неделе к вам спешат люди. Ну, какие-то гости, скорее всего. Кто-то приедет, ну, либо кто-то вернется, возможно. Соскучились безумно. Вы знаете, вот когда эти люди придут, либо приедут, вот как хвостиком за вами будут ходить. Куда вы, туда и они. Вы в уборную, и они туда. Вы говорите, так, стоп, ребят, ну я, конечно, все понимаю, но не до такого же. Ну, прям хвостиком ходят, насмотреться на вас не могут. Прям и рассказывают, и вас слушают, и вот прям за ручку держатся, либо как прикоснуться к вам. Ну, возможно, да, это родственники, может, это детки, может, это еще кто-то, кто очень сильно по вам соскучился. И да, кстати, вот в разлуке, да, ваша ценность, она многократно увеличилась для этих людей, да, возможно, люди как-то в прошлом, ну, не очень там, да, проявляли свою нежность, уважение, любовь, а сейчас вот как подменили, да, подменили этих людей. Постоянно вот эти слова, что ой, как было плохо без тебя, как с тобой хорошо, там больше не расстанусь, больше не уеду. Ну, как бы и приятно, конечно, это будет приятно. И, в принципе, вот как все дома мне идет, да, все дома. Какие-то еще гостинцы показаны, что-то будете разбирать, смотреть, примерять даже, возможно, будете. Ну, если гости приедут, да, скорее всего, гостинцы привезут, подарки привезут. И, ну, как бы здорово, почему бы и нет. Вон, смотрите, и настроение хорошее, что-то хорошее случилось, и гости на пороге, и подарки у вас. Да, вообще замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот, а вот здесь показано, что нужно будет прям сильно побороться за что-то. Либо нужно будет что-то доказать, либо стоять и ни шагу назад. Вот какая-то идет ситуация непростая, но все возможно. Смотрите, все возможно, но придется трудно, придется тяжело. Нужно будет прям все силы приложить. Либо нужно будет стоять вот до последнего, да, не сдаваться, не отступать. От этого очень многое зависит. Тут на кону некий кубок показан, да, как награда, как кубок получает победитель. Тот, у кого больше терпения, либо больше сил, либо выдержка, да, у кого. Люди претендовать будут разные, но вы дойдете точно до финала. А если прям совсем уже вкопаетесь в землю, там, грызетесь в землю, то и кубок получите. В принципе, с правой стороны вы должны получить. Просто вам заранее, да, наверное, хотят сказать, привели вас на эту отсыпку, да, что типа ты держись, стой до последнего, и кубок будет твоим. Тут, знаете, как на измор, да, на измор берут. Кто самый выносливый, тот и получит главный приз. Кто психанет, кто не выдержит, кто рукой махнет. Ну, люди просто сами отпадут, либо их вычеркнут. Какая-то такая ситуация. Но у кого-то еще идет, что нужно прям до последнего, да, держаться, работать, либо что-то предпринимать, и тогда этот кубок будет вашим. Легко не будет, вот честно, легко не будет, но все возможно и все получится. Ну, вы люди, конечно, принципиальные, сильные. Я думаю, что вы выдержите. Так, и еще. Здесь вот некая женщина с ножом показана. Нож в кармане прячет, а нож у нее острый, наточила прям, старалась, готовилась. Женщина может пристать к вам с некими претензиями, либо обвинениями, либо с какой-то руганью. Да, вот, знаете, ни с того ни с сего раз и накинулась. Ее задача вас напугать, воспользоваться этой суматохой, да, неразберихой и, как говорится, поставить вас на место, потому что по-другому она никак не может вас поставить на место. Вот. Вы, главное, не пугайтесь и не теряйтесь. С этой женщиной нужно вот с первых слов очень жестко, да, жестко. Она напор, а вы ей холод, да, вы ей сразу там пошла отсюда, да, либо там еще как-нибудь. Вот она этого не ждет. Она вот прям рассчитывает, что она застанет вас врасплох. Здесь, каким бы ни был острый нож, из кармана она побоится его доставать.
То есть у нее там заготовочек много, но если она увидит, что вы за себя стоите, да, что вы в карман за словом не лезете, она побоится. Она вообще трусиха по жизни. Такая, знаете, вот как на крысу похожа. Вот из-под тишка, да. По ночи в темноте, да. А вот в открытом, в прямом противостоянии нет. Кишка тонка у нее. Такая, знаете, наглая выходка. И я вам так скажу, очень похоже, что человек сам себе приключения на пятую точку ищет. И обязательно найдет. И обязательно найдет. Нет, ну вы такое терпеть точно не будете. Дальше показывают стол. То ли в ресторан пойдете, то ли дома будете накрывать стол. И на столе, как вы знаете, место закончилось. Столько много наготовили, либо слишком много заказали, что на столе закончится место. Вообще такие картинки в эзотерическом смысле, ну, они указывают на изобилие, да, что будет изобилие. Изобилие возможностей, изобилие ресурсов, изобилие, ну, не знаю, там, на столе в прямом смысле слова. Хороший знак. То ли вы не рассчитываете, что будет так изобильно, ну, то ли как бы, может, думаете, ой, мало, 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 потом как глянете, а места нет, куда ставить, да, очередной салат, либо какую-то нарезку. Очень такой хлебосольный стол. И еще, мои хорошие, с левой стороны показывают некую дорогу, которая возникнет просто из ниоткуда. То есть вам могут сказать, что вот срочно нужно куда-то ехать, куда-то идти, к кому-то идти. Вот, вы будете немножко не готовы, и это может немножко спутать ваши планы. А у кого-то отыграется, что вот знаете, как вижу прям, да, звонок вам, что вот все, бросай, беги там по такому-то адресу. Ну, может, подружка позвонит, а где-то скидки очень хорошие, там распродажи. Может быть, решается ваш вопрос, да, и вас срочно куда-то дернут, да, вот. Можно очень быстро решить вопрос, да, но только нужно сейчас это делать. Только некая дорога. На нервах вы будете туда бежать, спешить, опаздывать, а вот назад вы уже будете возвращаться, ну, какой-то такой легкой прогулочной походкой, и еще будете очень довольно улыбаться. Прям тут. Пусть будет так у всех, да, чтобы все были довольны, все были счастливы. Дальше показываю человека, который может устроить вам некую проверку, что-то вам сказать, что-то, вот знаете, сделать, ну и смотреть на вашу реакцию. Человек, который, ну, для вас вообще абсолютно понятный, так как открытая книга, причем с такими огромными печатными буквами. То есть, в принципе, вы заранее уже это все просчитаете. Человек, который в очередной раз, наверное, да, будет устраивать вам проверки. Ну, допустим, как это может быть муж и жена, да, муж ревнивец, собственник, и вот он там жену свою проверяет, а где-то ее там в городе видел с кем-то и спрашивает, а где ты была, а что ты делал, а с кем ты была, ну, типа, вы должны отвечать. Также у кого-то может и на работе быть ситуация, да, когда начальник там что-то будет проверять, выспрашивать. Ну, либо там, не знаю, клиент такой придет, да, начнет выспрашивать, проверять вашу квалификацию. В общем, будьте к этому готовы, да, будьте спокойны, потому что когда человек нервничает, да, это типа он как будто бы виноват и что-то пытается скрыть. А когда человек абсолютно спокоен, уверен в себе, спокойно отвечает на вопросы, ну, тогда как бы и проверку вы пройдете. Так, кстати, еще на работе может быть очень интересная ситуация. Кто-то может лишиться своей должности. Но не вы, а кто-то вот в вашем коллективе. Если вы работаете сами на себя, то о ком-то из конкурентов придут некие новости, что человек все, типа, сдулся, закрывается, переводит бизнес, либо продает бизнес. Ну, как-то так идет. Вы, кстати, очень удивитесь. Ну, как бы и жалко, и не жалко, ну, интересно, да, почему такое происходит. И на работе такая же ситуация. Вы знаете, что у кого-то уволили, либо кто-то сам уволился. На самом деле, ну, как бы там все не так однозначно. Возможно, человеку предложили по собственному желанию, да, и человек вот прям согласился, потому что другого варианта не было. Ну, как бы да. И еще здесь вот про некие деньги показывают. Деньги, которые могли бы быть гораздо больше.
но что-то, вот знаете, мешает. Либо кто-то мешает, либо кто-то вмешался, поэтому денег стало меньше. Да, смотрите, вы получаете некую сумму, вы этой сумме будете рады. Но здесь показывают, что сумма могла быть кратно больше. Там, 2 раза больше, 3 раза больше. Но кто-то вмешался, помешал, и поэтому сумма вот такая, как вы получите. И еще показано, что вы обнаружите, да, в чем тут дело, либо что можно сделать, как устранить вот эту причину, либо устранить человека, который эту причину создал, для того, чтобы в будущем получить гораздо больше денег. И вы знаете, вы точно не в обиде, да? Деньги получили и еще узнали, как получать гораздо больше. Вот как-то так у вас идет. И еще некое дело, которым вы уже давно не занимаетесь, вдруг принесет вам монету. Может, в прямом смысле слова, да, там совсем ничего, да, капелюшечку. А может быть и, в принципе, да, знак того, что некое заброшенное дело, работа, специальность, профессия, талант, умение, мастерство вдруг ни с того ни с сего вот кому-то надо, да, и вас просят там, что вы вяжете, вам говорят, там, срочно свяжи носки, заплатим деньги. И вы думаете, ой, я люблю вязать, да, время есть, почему бы не связать. Вот заработаете. Ну, это просто пример, да. Там, либо там попросят испечь торт, а вы любите печь, да, вы там кулинар от Бога, и вам еще их, деньги за это заплатят, да. Ну, почему бы и нет. Ну, как пример, да, идет пример. Может, что-то другое еще. Может, вы раньше чем-то занимались и там что-то продавали, у вас какие-то там, ну, остатки остались, и вы уже там их забросили и не думаете. Ну, человек появится, говорит, вот надо, продайте мне, пожалуйста, я вас очень умоляю. Вы скажете, вот, пожалуйста, конечно, продам. Да? Вот старое заброшенное дело, либо то, чем вы не пользуетесь каждый день, не делаете каждый день, вот оно вам принесет монету. И еще какая-то очень сильно запутанная ситуация, и в ней как будто бы много людей запутались. И чтобы распутаться, тут прям сильно нужно постараться. И, скорее всего, вас позовут со стороны, чтобы вы этим запутавшимся людям помогли. Работа сложная, сразу говорю, и очень нервная, потому что люди не сотрудничают, люди, наоборот, еще усугубляют ситуацию, да. Они хотят поскорее вырваться, еще больше запутываются. Поэтому несколько раз подумайте, стоит ли соглашаться, стоит ли тратить время, нервы, да, на то, чтобы помочь этим людям. Ну, и если это ваша семья, ваши родственники, понятно, что выхода нет, надо потерпеть и надо им помочь. Если это не ваши родственники, эти люди, они вам совершенно какие-то чужие, посторонние, вот там можно и отказаться. Потому что потрачено будет очень много времени. И нервы будут потрачены, потому что идет некое сопротивление. И люди, которые вот в ситуации, они как будто бы не помогают, а наоборот вот мешают. Да? Кому это надо, чтобы мешали? Вот, надо несколько раз подумать, прежде чем соглашаться. Дальше. Человек на букву то ли В, то ли З. Может, это имя, фамилия, там, ну, какие-то инициалы. Человек, если его попросить, хорошо попросить, да, вот он, наверное, любит, чтобы его просили, либо ее просили, может все, что вы захотите, но только надо попросить, вот именно конкретно попросить, и, возможно, даже несколько раз. То ли буква В, то ли буква З. Ничего делать не будет. Если не просить, то ничего делать не будет. А вот если прям подойти и сказать, ну, пожалуйста, ну, очень надо, там, ты единственный человек, кто может это сделать, там, если не ты, то все, я пропаду. Человек такой скажет, ну, хорошо, я сделаю, да. Любит, чтобы умаслили. Надо умаслить этого человека, тогда все будет сделано. ВЗ идет. Так, еще показывают какую-то странную черепаху. Она прямо из своего панциря вылезти пытается. Ну, видно, панцирь либо тяжелый, либо жарко в панцире. Хотя панцирь — это же защита для черепахи, это же ее домик. Вот, пытается прям выбраться и такая, все, не держите меня, надоел мне этот панцирь. Хочу голенькая походить. Да, человек будет пытаться
от того, что его защищает и помогает, откреститься, либо избавиться. И это, знаете, дорога в никуда. Это плохой вариант. Возможно, вам следует не пройти мимо, либо не игнорировать эту ситуацию, а человеку просто объяснить, да, чем человек рискует, чем это чревато и что может случиться с этой черепахой, да, если она покинет свой домик. Ну, как бы поможете, да, человеку поможете, вам это воздастся. Не проходите мимо, если видите, что человек черти чем занимается, либо что попало делает, ну, либо глупости, да, вот откровенные совершает. Вразумите, вас точно этот человек послушает. У вас есть дар внушения. Человек точно послушает, и тем самым вы благое дело сделаете. Это очень важно. Так, и еще. Здесь вот некий человек манипулировать будет пытаться. А манипуляция, знаете, какая? Вот жалость, там, пожалейте меня. Я там, не знаю, болею, плохо себя чувствую, у меня там беда случилась, да, пожалейте меня, мне срочно надо, там, пропустите меня, либо дайте мне, либо сделайте для меня. Тот, кто в нужде, на самом-то деле никогда просить не будет. А те, кому хочется на чужом руки погреть, те, конечно, будут манипулировать. И знаете, даже человек может через кого-то это делать. То есть не напрямую к вам подходить и там, ну, жалостить вас, а через кого-то. Да, вот еще такая тема может проходить. Что-то нужно получить, либо что-то хочется получить. Надо быть поосторожней, поаккуратней. Так, ракета у вас показана. Ракета, которая готовится к запуску. Много возни, много суеты вокруг этой ракеты. И почему-то еще какие-то нервы мне идут. Да, нервы. Что-то, может, не получается, либо выглядит не так, как хотелось бы. Не идет по плану, вот как вы там все себе распланировали. Над чем-то серьезным будете работать, и не все получится. Но опять же, возможно, это и к лучшему. Возможно, вы слишком сильно стараетесь, либо вы там конфетку пытаетесь сделать из этой ракеты. Возможно, лишняя суета, она как раз-таки и мешает. Вы не думайте, вы человек грамотный, у вас руки из правильного места и голова у вас ясная. Поэтому не придумывайте себе каких-то дополнительных осложнений, да? Попроще, да, чем проще, тем лучше в вашем случае. И вот этой суеты избегайте, возни избегайте, она вам противопоказана. Вы очень много сил тратите, когда вот суета, спешка, возня, вот это все происходит, да, вам это не нужно. Так, высшие силы тут вам передают некое послание, и в этом послании одно слово «будет». А что будет, я не могу сказать. Вот будет. Может, вы о чем-то думаете, за что-то переживаете, на что-то надеетесь, чего-то ждете. Вот. Говорят, что будет. Будет и все. Такое послание. Дальше крыша, дом. Дом. Я не могу понять, это ваш дом, либо это чужой дом. Вот в доме будет весело, в доме будет праздник. В доме будут люди, понимаете? То ли вы в такой дом пойдете, сейчас вы об этом не знаете, не думаете, вас еще не позвали, да, не пригласили, либо именно в вашем доме будут люди, будет праздник. Ну вот тоже как бы не особо, наверное, планируете. Какая-то ситуация, событие, оно спровоцирует то, что будет праздник. Будет много людей, либо людно будет в доме. Так, еще у кого-то отдых идет, причем отдых такой кратковременный. Может быть, как дополнительный день отдыха, может быть, несколько дней отдыха. Не могу сказать, по какой причине, но вы сами для себя говорите, что это ваш отдых, что вы можете отдохнуть, да? Дополнительный отдых. Ну да, используйте правильно это время. Если отдых, значит, надо отдыхать, а не работать как конь, да? А то я вас знаю, на работе выходной, а вы дома работаете. Нет, надо отдыхать. Кому-то прям очень надо отдохнуть. Может, на дачу съездить, пойти в парк погулять.
там, не знаю, пока не похолодало, съездить куда-нибудь на озеро, там, река, куда-нибудь в лес, погулять, подышать, отдохнуть. Так, а вот здесь какая-то маленькая корова, ну, либо это теленок, наверное. Очень такой, знаете, добренький, ласковый теленок. Никто за ним не смотрит, либо никому нет дела до этого теленка. Знаете, бесхозный, да? Какой-то бесхозный ходит. Вот. Вы, скорее всего, пожалеете, но вы как будто бы не понимаете, что это теленок. Что-то вам приглянется, либо у вас какая-то жалость к кому-то, либо к чему-то. И вы думаете, ну попробую, там, либо возьму себе, да, либо там пожалею. И вы знаете, этот теленок вас удивит. Может быть, не на следующей неделе удивит, там, через неделю, через там, несколько недель. Но вот одно случайное действие, да, рандомное, случайное, просто вы не думаете о выгоде, вы не думаете о перспективах, вы просто руководствуетесь чувствами, эмоциями, буквально превратиться в какой-то выигрышный билетик. Да, вот как этот выигрышный лотерейный билетик. Это может быть и человек, и какое-то дело, какое-то предложение, какая-то работа. Вот. Вы на эмоциях соглашаетесь, берете, что-то делаете, а потом оказывается, что это ваш вот прям выигрышный билетик. Да, такие еще мысли будут. Ох, кто бы знал, да? Кто бы мог подумать? Но это здорово. Это очень замечательно. Видите, ваша доброта и тут вам помогает. Иногда, конечно, она вам вредит, но иногда и очень здорово помогает. И еще здесь некий человек буквально вас куда-то прям пропихивает, подталкивает, выталкивает, даже больше идет. Вот смотрите, там рыбка, вот он, этот человек стоит, и этот человек буквально вот как-то двумя руками берет вас и вот так делает. Такое движение, да, вперед и вверх. К рыбке вас подталкивают. Возможно, это какой-то клиент, заказчик. Возможно, это какой-то просто мудрый, знающий человек. Либо человек, который, ну, например, обладает возможностями, да, и может помочь. Прям возьмет вас и подтолкнет. Если честно, методы вам не понравятся. Вам покажется, что это все-таки как-то, знаете, ну, фамильярно, грубовато и излишне, да. Но потом, когда поймете, куда вас подтолкнули, к чему вас подтолкнули, скажете, ну блин, все равно грубо, ну ладно, я согласна, да. Здорово, что меня подтолкнули, здорово, что вот эта рыба мне открылась. Возможно, это какие-то заработки, либо получение каких-то средств, ресурсов. Возможно, кстати, к отношениям даже подтолкнут, да, потому что рыба, она ведь не только про деньги, она еще и про любовь рассказывает, да, показывает любовь. В общем, подтолкнут. Грубовато, но подтолкнут. Может, вы и не просили, вам это и как в голову не приходило. А человек такой, угу, надо ее подтолкнуть. Такой чум, и подтолкнул вас. Дальше. Вот показывает человека живот беременный. Что-то будете вынашивать, но не спешите рожать. Ну, нет, если вы беременны, как бы, возможно, будут эти ложные схватки. В общем, не паникуйте. Да. Ну, наверное, у вас уже эта сумочка собрана, чтобы с собой брать. Ну, возможно, вы поедете в клинику, в больничку поедете, а вам скажут, что ложная тревога. Да. А если речь идет о человеке, который вынашивает некие идеи, да, вот хочется что-то делать, да, либо какие-то задумки есть, не спешите рожать. Не время. Не время, либо время не очень хорошее, да, для того, чтобы воплотить свою идею. Ну, скорее всего, наверное, потому что у нас что полнолуние будет, да, еще и частичное лунное затмение. А это время очень хорошо для того, чтобы разгадывать тайны, узнавать секреты, избавляться от негатива, да, вычеркивать негатив, удалять из своей жизни. Но никак не для того, чтобы что-то новое начинать. Вот поэтому как-то так. И еще, мои хорошие, здесь показан человек, у которого усы. Причем, скорее всего, мужчина. Усы такие прям конкретные. Это не мусташ, это прям усища такие настоящие. И этот человек, он такой добрый, он такой хороший. И к вам прям очень ласковый будет.
В чем это ласковость, я не могу сказать, но вы прям обласканы будете этим мужчиной. Ну, либо обласканы, да, если вы мужчина. Нет, не подумайте ничего крамольного, здесь такого нет. Здесь именно, знаете, вот как даже, не знаю, братское что-то, либо отеческое. Вот. Такой доброты вы давно не видели, не испытывали по отношению к себе. И это прям, знаете, очень трогательно. Прям в самое сердечко к вам попадет. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.